Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Житель Иркутской области, который торговал наркотиками в Якутске через интернет-магазин, осужден и отправлен к месту отбытия наказания. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, мужчина приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Максим Хроменко, ранее судимый за хранение 11 килограмм марихуаны и совершение грабежа с применением насилия, организовал незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Кроме этого, с помощью мобильного приложения через специализированный интернет-магазин он оформил доставку из Московской области в Якутск синтетического наркотика «Скорость». Департамент ветеринарии подтвердил информацию о гибели птиц в Верхояне. Ветеринары провели обследование в местности Осохтох Верхоянского улуса. Как сообщили члены выездной бригады, обнаружено 30 мертвых птенцов-чаек в радиусе 20 метров возле места гнездования в местности Осохтох Игинского наслега у озера Байбал. При этом мертвых взрослых особей чаек и других птиц не обнаружено. Взяты пробы тушек, воды и почвы с этой местности. Безопасности воспитанников детского лагеря «Берег дружбы» в Алдане угрожают медведи. В начале медведица с 2 медвежатами 2 недели держали в страхе жителей Томмота, приходя в город по ночам. Однако зверей удалось отогнать ружейными выстрелами. Тогда, переплыв реку, они обосновались в окрестностях лагеря. Оборону принял директор лагеря Александр Михедов. Для защиты детей он пригласил профессионального охотника с помощником, которые устроили засаду на медведей. В лагере сейчас находится 200 детей, но о эвакуации пока речь не идет. Как отмечают в инспекции Алданского районного комитета охраны природы, повода для паники нет. Из окна Национального центра медицины выпал пациент. Следственные органы проводят проверку. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия проводится процессуальная проверка по факту обнаружения возле здания Национального центра медицины, расположенного на Сергелякском шоссе, тела мужчины 1949 года рождения. Сообщение о произошедшем поступило в следственные органы ночью 27 июля текущего года. На место происшествия выезжала следственная оперативная группа во главе со старшим следователем следственного отдела по городу Якутску. Установлено, что падение произошло с высоты 7-го этажа, что не оставило пострадавшему шансов выжить. На месте произведен осмотр, а также иные необходимые проверочные мероприятия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Остается сложная обстановка на переправе через речку Малая Ботобуя в Мирнинском районе. Сегодня ночью на реке под воду ушел автомобиль «Нива». К счастью, никто не пострадал. Как сообщили в противопожарной службе, предположительно пьяный водитель автомобиля «Нива» пытался перейти реку в глубоком месте. При должной сноровке водители могут переехать через реку. Но делать этого не рекомендуется. Напомним, что в начале недели из-за подъема воды на реке смыло понтонный мост. Проезд был закрыт. У реки установлены запрещающие знаки. Но люди продолжают подвергать свою жизнь и жизнь пассажиров опасности. Учительнице, оскорбившей и ударившей ученицу 4 класса несколько раз по голове, вынесли приговор в виде штрафа в 70 тысяч рублей. Установлено, что учитель, находясь на рабочем месте в кабинете в здании одной из школ Сунтарского района, во время проведения для учеников 4 класса урока, в связи с тем, что девочка не реагировала на ее замечания, несколько раз ударила ее по голове, причинив ей физическую боль и унизив при этом ее честь и достоинство, высказав в адрес девочки оскорбление. Подобный факт допущен учителем в отношении девочки и впоследствии, в том числе в период ее обучения в 1 классе. По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимая признана виновной в совершении преступления с назначением ей наказания в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. После вступления приговора суда в законную силу прокуратурой района будет инициирован вопрос об увольнении педагога. Агент по продаже косметики украл деньги из ритуального агентства в Якутии. Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о том, что в одном из ритуальных агентств Алекминска совершена кража на 15 тысяч рублей. Продавец пояснила, что находилась в подсобном помещении, когда ее позвал покупатель. Она вышла и увидела мужчину, распространителя косметической продукции, который предложил ей приобрести товар. После отказа продавца распространитель косметики сразу ушел. Женщину насторожило, что как типичный агент по продажам он не стал рекламировать продукцию и попытаться что-то продать.
Она проверила кассу и обнаружила хищение денег. Наряд Росгвардии сразу прибыл к месту происшествия. Со слов потерпевшей и по записи камеры видеонаблюдения сотрудники установили приметы подозреваемого, который до разговора с продавцом воспользовался ее отсутствием и опустошил кассу. Позднее он был задержан. В столице республики общественники, журналисты и блогеры поймали нарушителя антиалкогольного законодательства. Общественники и блогеры проекта «Битва блогеров» провели акцию по выявлению нелегальной продажи алкоголя. Я участник «Битвы блогеров». Это социальный проект, который направлен на выявление острых проблем города Якутска. И мне по жеребьевке попалось задание выявить нелегальную продажу алкоголя. Участники акции при помощи одной из служб такси заказали доставку алкоголя. Продавец нашелся достаточно быстро. Приняв заказ, он прибыл на место, где была устроена засада. Журналист Дмитрий Михайлов совершил покупку, передав наличность и получив из рук в руки бутылку с алкоголем. Таким образом, факт продажи был зафиксирован сразу на несколько камер участников акции. Хорошо, пожалуйста, документы покажите. Пожалуйста, документы покажите. Я даю документы. Сегодня мы решили провести небольшой эксперимент. Мы хотели узнать, насколько легко можно приобрести алкогольную продукцию после 20 часов, поскольку у нас в республике это запрещено. И к тому же, тем более запрещено торговать алкоголем из-под полы, то есть не имея на это соответствующих разрешительных документов. Нелегальный продавец был доставлен в отдел полиции. Вы снимаете магазины, где продают? Ну, снимем, конечно. А ну, да снимите. Все не снимаете. Снимаете. Факт совершенного преступления был запротоколирован. Бутылка с алкоголем опечатана. В дальнейшем она будет выступать в качестве вещественного доказательства. На этом пока все. Хороших выходных и берегите себя.